Ту-ту-ту! И здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня программа «Зависимость и их последствия». Что вы знаете о зависимости? Зависимость – это тот, кто сидит у компьютера неделями, часами, даже не кушает еду, убивает мух, может убить своих родителей. Тут упаси. Итак, сегодня один человек специально приехал к нам из Кузин-Сити. Он может сказать нам несколько слов. Итак, здравствуйте, молодой человек. Как вас зовут? Иван. Его зовут Иван. И он приехал к нам из Кузимбетева. Итак, вы считаете себя зависимым человеком? Да. Почему вы скрываете свое лицо? Не хочу, чтобы весь контакт увидел меня. Потому что у него глаза красные. Контакт, да? Итак, нам надо поговорить. Все началось с кнопки регистрации. После этого Вы слышали? никогда не нажимай кнопку регистрации. Стой, стой. Микрофон не может понять вас. Уберите, пожалуйста, руку. Все началось с этой проклятой кнопки. И каждый день, 4 часа своей жизни я убивал на компьютер. Я принимал маленькие дозы, съел по часу в день. Играл в приложение, писал 3 письма, а потом начал увеличивать дозу. Сначала 3 раза в неделю, потом 5, а потом всю неделю. У меня тоже с этого началось, сожалею, брат. Потом я начал каждый день сидеть по 6 часов, не замечать, как проходит время, и не делать домашку. Потом домашку меня ввели новый, еще более сильный транквилизатор. Это Call of Duty. Вы хотите передать привет? Нет. А теперь рекламная пауза. И вот. Все, снимайте. А все снимайте, да? Да, к нам пришел Иван. Итак, мы в течение рекламы его уговорили, он убрал свою руку. Итак, Иван. И вот, потом ввели новый транквилизатор. Называется Call of Duty. Это игра такая, напомню телезрителям. Все началось с кнопки скачать на сайте Киношик. Потом, Киношек, не входите туда. потом, да, там началось тоже все с кнопки регистрации, да. Потом началось каждый день ярлык, обновить список, карта. Итак, у меня вопрос. Сколько часов вы сидите за компьютером? И сколько вы время проводите на Call of Duty? Call of Duty я сначала уделял всего часть времени, а потом контакт. А потом Call of Duty завладел мой. И когда даже домой из школы приходил... А компьютер? Я думаю, что Иван играет, сидит за компьютером 25 часов в сутки. Да? Да. Ты часто пропускаешь школу? 25 часов. 6 раз в неделю. 6 дней в неделю? Да. Значит, ты не уходишь в школу? Только в воскресенье? Я учусь только в понедельник, а остальные дни я свободен. Он свободен, как словно птица при луне. А потом Call of Duty... Стой, Иван. Зрители, мы не хотим, чтобы дети страдали. Поэтому дай им увидеть свое лицо. Смотри на меня. Вот так. Нет, смотри. Надо на секунду. Дети, никогда не качайте игру. Итак, что потом- делаете вы а на потом- 7-й день? На 7-й день я опять скачиваю новый транквилизатор и опять ввожу себе в мозг. Самый последний мой транквилизатор это Racing Grid. Дети, гонки тоже убивают Я человека. начал его дубасить интернет онлайн со своими друзьями. И теперь я пропускаю школу 7 раз в неделю. Целый день я играю в Grid. 5 дней сижу ВКонтакте и 1 день на Call of Duty. Итак, зависимость. Зависимость. Итак, Никогда не нажимайте кнопку зависимость. регистрации. Это Call of Duty, а это его последствия. Никогда не нажимайте кнопку регистрации. И помните, чем выше ранг, тем больше времени уделяйте на Call of Duty. Итак, сейчас
обе руки придется отпустить, потому что наша передача подходит уже к концу, и они не увидели ваше лицо. 5 секунд, не стесняйтесь. Контакт сегодня взломать. Мы предлагаем вам 5000 рублей. Нет. Мы предлагаем вам двухъядерный процессор. Нет. 5. Ладно, 50 000 рублей. 100 000 рублей. Porsche. Fuck you, засунь себе, понял? Коттедж. Нет. 2 компьютера. Ты спамер, пошел ты. HP павильон. Ни за что. Новая игра. Джойстики в комплекте. Диск. Нет вирусов. Все чисто. Итак, нормальный лицо выглядит так. Это последствия зависимости. Контакт тоже убивает. И если вы хотите стать таким, платите нам деньги. Не хотите, сидите дома и вырубайте нахрен интернет. Черт, теперь мы ему должны. Пока. И павильон. Итак, это была Малахов Плюс и дети. Зависимость. До свидания. Я пошел компьютер.